Причиной встречи стал приближающийся военный призыв. Это вызывает у молодежи много вопросов и опасений. Согласно текущему законодательству, обязательному призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, не имеющие оснований для отсрочки или освобождения от военной службы. Первоначальный воинский учет, чтобы вы все понимали, что за хан замадали. Это первоначальный шаг, шаг был к воинскому учету. Мы обязаны. Конституция нас обязывает. Конституция Российской Федерации, статья 59, нас обязывает долг отдать Родине. Лекторы предупреждают, что по статье 21.5 гражданин, не явившийся без уважительной причины в военкомат, может получить штраф в размере до 30 тысяч рублей, а также столкнуться с рядом других последствий. Если они не явились в военный комиссариат, то, естественно, их будет ставить на воинский учет, будет забиваться в ЕРВУ систему. И, естественно, после как они окончат обучение где-то, явятся в военный комиссариат для прохождения и получения пропускного удостоверения, то, естественно, не могут его получить без административного штрафа. Цель встречи – развеять опасения студентов по поводу призыва в армию. Такое мероприятие помогает создать доверительные отношения между молодежью и военными структурами. Также представители власти планируют посетить и другие образовательные учреждения на территории города. На встрече представители власти обсуждают важные вопросы, связанные с процессом призыва, а также предоставляют необходимые разъяснения для молодежи и их родителей. Такое взаимодействие помогает развеять мифы и неправильное представление о военной службе, а также дает возможность молодежи получить актуальную информацию о своих правах и обязанностях. Объясняем на этих встречах, что да, действительно, если у вас есть отсрочка, то вас никто насильно не будет забирать в армию. Но нужно приходить в военкомат, нужно получать повестки и нужно отдавать долг своей родине. И ничего страшного в этом нет. Наоборот, это гордость, честь для любого мужчины, я считаю. Многие участники отмечают, что у них сложилось мнение о службе в армии как о чем-то негативном, связанном с потерей времени и ограничением свободы. Однако встреча поменяла их восприятие. Мероприятие было, в принципе, было довольно-таки интересное. Нам рассказали, как будет проходить военная служба, разрушили все стереотипы. Данная встреча является важной инициативой для повышения информативности молодежи о службе в армии и правопорядке. Это способствует повышению осведомленности и формированию активной гражданской позиции. Адам Гуражев, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.